Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Майя Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку меня и моего канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Ваша жизненная ситуация. Какая будет развязка, правильные ли решения вы принимаете. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какая развязка будет в моей жизненной ситуации, сложной жизненной ситуации. Правильные ли решения я принимаю. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Давайте посмотрим. Я убираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Что-то очень запутанное. Ой-ой-ой. А вы знаете, что против вас тут люди что-то затевают, либо делают, либо, знаете, как сделали, да, а вы сейчас как в последствиях находитесь. Так, давайте я буду говорить, как вижу. Если вы человек обидчивый и, скажем так, легко расстраиваетесь и переживаете, не смотрите мою отсыпку. Я просто вижу, что вам нужно сказать, как есть. Люди все разные, кто-то воспринимает информацию, критическую информацию, кто-то нет. Для себя определитесь и либо переходите на другие видео, либо оставайтесь. Для тех, кто остался, мои хорошие, вы человек, вот только не обижайтесь, говорю, как вижу, невероятный, добрый, открытый и очень-очень доверчивый. Есть у вас такая особенность любить людей, которые с вами рядом. Любить без всяких вопросов, без всяких подозрений. Вот целиком и полностью. Знаете, как с головой и в омут. И причем вы так относитесь ко всем. Будь то ваш родственник, будь то ваш друг, там, то ли сосед. Кто там вам улыбается, кто к вам хорошо относится, там, либо делает вид, что к вам хорошо относится. Вы вот последнее готовы с себя снять, да, вот последнюю там рубаху, майку, там, трусишки, отдать. Вот отдать и все. Такой вот человек. И вот нехорошие люди, они это видят. Они вот прям, знаете, как ищут, на нюх идут, да, а где тут добром пахнет, нам туда идти. Вами очень много пользуются. Вот смотрите, насколько вас сильно обобрали те, кто вас окружают. Ваша судьба вот в сегодняшнем дне, вот здесь и сейчас, быть человеком здоровым, счастливым, и состоятельным. Вот. А теперь скажите, что из этих 3 пунктов у вас сейчас есть? Что есть? А я вам скажу, почему нет. А потому что вот эти паразиты с вас это все выпили, стянули, стащили, себе забрали. Понимаете? Вот себе забрали и все. Вот, пожалуйста. Смотрите, я ни в коем случае не призываю вас закрываться от людей. Я не призываю жить вас там, в вакууме каком-нибудь, да, там, отгородиться от всего живого. Нет, не это я вам говорю. Я вас призываю выбирать себе друзей, выбирать себе там, общество для общения, выбирать в этом обществе всегда себя выбирать для себя. Чтобы вам хорошо было, да, не кому-то, а именно вам. Вот об этом подумайте. У вас уже, кстати, в жизни были такие подсказочки, кто-то вам говорил, либо такие мысли приходили вам в голову. То есть вам Вселенная, высшие силы, ваш ангел-хранитель, духи вашего рода пытались эту информацию донести. И, кстати, неоднократно. Но вы так отмахивались, либо не обращали внимания, либо наоборот считали, что нет, это же так нельзя, не. Это неудобно. Надо быть приличным, хорошо воспитанным человеком. Да, пусть мной пользуются. Я буду хорошим человеком. Знаете, у кого-то вот мужчина прям все соки выпил с вас. Вообще такой, и наглый, и паразит, и абьюзер прям, абьюзер идет.
Мои хорошие, пришло время что-то в своей жизни менять. Пришло время себя по-настоящему полюбить. И хотя бы попытаться жить для себя и в свое удовольствие. Вы себя тратите и тратите очень сильно. Плюс вот эти паразиты, они вас тоже тратят. Но им-то все равно. Вы хоть за себя подумайте, полюбите себя хоть чуть-чуть. Пусть у вас хоть немножечко появится жалость к себе. Вот так, мои хорошие. Так, по поводу вашей сложной ситуации. Ну, я вам сказала, первый этап – это полюбить себя и действовать исключительно в своих интересах. Только лишь в своих интересах. И если вдруг у вас будут оставаться какие-то возможности, и время, там, да, желание, тогда вы можете помогать другим. Тогда, да, либо рассматривать интересы других людей. Это первый момент. Второй момент. Как разрешится ваша ситуация? Удачно разрешится ваша ситуация. Именно удачно. Не хорошо, не плохо, а именно удачно. Здесь высшие силы в самый последний момент. Ну, знаете как? Кому-то жалятся, кого-то наградят. Вам пошлют удачу, вам повезет. Повезет. Вот последний момент. Вот дверь лифта закрывается, и вы выскакиваете, либо заскакиваете. Ну, у кого как отыграется. Вот так вам повезет, мои хорошие. До последнего вы будете сидеть, нервничать, переживать, ногти грызть, да, и думать, ну все, пролетаю, как Венера над Парижем. Но при этом в последнюю секунду вот, будет послана вам возможность, будет послан шанс. Сама госпожа удача постучит в вашу дверь. И все разрешится удачно для вас. Вы все разные, отсыпка у нас общая. Я, к сожалению, прям детально вам сказать не могу, но что я вижу, так это вас, за вами человек, и у вас в руках, видите, вот он ключ, видите, золотой ключик. Это ключ от вашей новой жизни, это ключ от вашего счастья. Он у вас где-то в ногах будет лежать, вы его будете искать, вы его найдете. Видите, этот человек вам помогает не упасть, сзади вас поддерживает. Все нормально, мои хорошие, будет. То, как вы сейчас живете, либо то, что вас сейчас очень сильно беспокоит, это все уйдет. У вас вообще как новый этап идет. Новый этап в вашей жизни, в ваших отношениях, да и вообще в вашем даже вот каком-то жизненном статусе, в положении. Все будет по-новому, все будет по-другому. Так, мои хорошие, у кого проблемы по деньгам, с деньгами, по деньгам, постоянные какие-то потери, постоянные какие-то лишения. Очень сложно выбраться из прям тупикового какого-то состояния. Вам делали, причем делали неоднократно. У кого-то прям крадник стоит, а у кого-то, ну как, понимаете, дорогу вам перевязали, чтобы у вас в жизни ничего не получалось. Вам, кстати, не только на деньги делали, но и на здоровье делали. Ноги очень сильно на ноги бьет вам эта магия. Делала вам женщина, это родственница, либо по крови, либо названная. У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Причина это вас изничтожить. Вот вы ей мешаете, вы у нее как кость в горле. Она вас винит, ну, во всем и сразу. Да? Во всем и сразу. Вот, что бы ни случилось, всегда виноваты вы. Снега много, кто виноват? Она виновата. Там, суп скис, кто виноват? Она виновата. Понимаете, вот по любому поводу она всегда винит вас. Вот эта женщина просто ненавидит, очень сильно ненавидит. С этим вопросом надо разбираться. Здесь вам молитвы очень хорошо помогут, очень хорошо вам помогут чистки, посещение святых мест, проведение ритуалов на удачу, на благополучие, на закрытие от такой вот нехорошей черной магии. Вот, поэтому, мои хорошие, здесь нужно собой заниматься. Если не заниматься, то еще на несколько лет вы себя вот просто обрекаете на такое существование. Конечно, высшие силы не позволят, чтобы вы пошли по миру с протянутой рукой, либо чтобы вас вот этими болячками уложили
в сырую землю, но тем не менее, вот качество жизни очень сильно страдает. У этой женщины есть доступ, я не знаю, к вашим фотографиям, к вашим личным вещам. То есть она постоянно как может подделывать, либо у нее даже может быть какой-то там график расписания, да, когда она этим всем занимается против вас. Мои хорошие, за себя нужно бороться, за себя нужно стоять и не махать рукой на такие ситуации, а действовать, и действовать решительно. Надо избавляться от этого негатива. Чем раньше вы избавитесь, тем быстрее вы вернетесь к нормальной жизни, ну и как бы получите то, что вам по судьбе. Ну а с этой женщиной, ну как вы понимаете, да, если на нее обратка пойдет, то там уже не поздоровится. А с другой стороны, когда выбор стоит между вашей жизнью, вашим будущим и жизнью и будущим человека, который всех вокруг ненавидит, я думаю, что здесь и думать не стоит. Вот чтобы вы понимали. Кстати, у кого-то отыграется, что человек еще с какими-то психическими расстройствами. То есть, ну так посмотришь, сразу видно, что какие-то шизоидные проявления есть. Да, ну не может нормальный, адекватный человек себя так вести. Вот. Ладно, скажу. Шизофрения очень часто вызывается всякими бесами, сущностями и подселенцами. Вот чтобы вы понимали, это так работает. Вот с чем вы должны бороться, да, с чем вы столкнулись. Это не высшие силы вас обрекают на бедность и на потери, а именно вот конкретный человек. Я думаю, что большинство из вас, 90%, понимает, о ком я говорю. Терпите, очень давно вы терпите от этого человека, и даже кто-то даже находил. И не раз, кстати, могли находить всякие непонятные вещи и предметы. И если так вспоминать, ну кроме вот этой особы, да, никто не мог вам это все подкинуть. Так, тяжелые любовные отношения здесь у кого-то просто разрывают душу и сердце. Треугольник, четырехугольник. Явно что-то здесь, много лиц участвуют. Либо еще может отыграться, когда семья против ваших отношений, против вашего брака. То есть люди пытаются вот прям блоки выставлять и не дают влюбленным быть вместе. Вот эта ситуация, она потребует времени. Это не решится одномоментно. Должно пройти время. И здесь вам будет дан выбор, вам и вашему любимому человеку. Там, где вы находитесь сейчас, счастье невозможно, в принципе невозможно. Вам либо придется куда-то вместе вот уехать, ото всех уехать, да, и построить свою новую жизнь. Ну, либо вы просто морально не выдержите и расстанетесь. Выбор придется делать как и вам, так и вашему любимому человеку. Вот если не побоитесь, возможность вам куда-то уехать далеко будет возможность, причем, возможно, даже и не одна, как несколько вариантов, куда поехать, либо где вам там жизнь свою заново начать. Другой вопрос, сможете ли решиться вы, либо сможет ли решиться вот мужчина. Но возможности будут даны. Если вы никуда не едете, если вы все оставляете как есть, то где-то вот год-полтора и придет какое-то прям разочарование и усталость от всего этого. Ну и обида, конечно же. Обидно, да, что человек не борется, ничего не делает, ничего не решает, да, в конце-то концов. Вот, скорее всего, вот так и закончится. Разойдетесь, как море корабли. Но вижу, что кто-то воспользуется возможностью, и вы куда-то вместе уедете. Уедете, и там уже вдвоем с чистого листа на новом месте начнете выстраивать свои отношения. Если мы говорим о семье, которая была против, как только у вас, ну, как скажем, устаканится жизнь, там детки, например, появятся, либо просто вы там поженитесь, они вас примут. Они вот испугаются, что потеряют, например, там дочь, либо сына, и они вас примут. И если дело касается треугольника, то вот, например, женщина, да, жена, либо сожительница, с кем там мужчина сейчас находится, она, ну как, знаете, не то чтобы оставит вас в покое, она вот как откажется от этого мужчины, откажется. Тут еще проблема может возникнуть, что на детей, если у них есть общие дети, она детей может научить против мужчины, то есть научить их ненавидеть своего отца. Запросто может быть. Будет пытаться наносить ему какие-то удары, понимаете, удары.
там, какие-то, может быть, повышенные алименты требовать, либо там его всячески обвинять, что он там не участвует в жизни детей, там не помогает, не делает. Деньги может брать, много денег, и причем такая, знаете, ненасытная в этом плане будет. Понятно, что здесь практически невозможно ничего предпринять. Вам я только лишь могу пожелать терпения. Терпения и любите своего партнера, поддерживайте. Ему очень нужна будет ваша поддержка, потому что она прям будет его словами вот так вот, знаете, колоть и бить. Такая-то она женщина мстительная, кстати, очень сильно. Так, мои хорошие. Вот еще вижу такую ситуацию, когда человек вот борется за здоровье, либо за какие-то возможности. Вот за что-то вы боретесь, и каждый раз вы вот как в конце очереди оказываетесь. Вот первый бежите, да, первое подбегаете очередь занимать, а потом вот набегают люди, более такие там, не знаю, наглые, проворливые, и вас отталкивают. И вы, как всегда, в конце оказываетесь. У вас идет человек, который к вам будет расположен, не знаю, покровитель, друг, товарищ, начальник, да, какой-то человечек, который будет за вас заступаться. Вот прям проникнется к вам человек такой добротой, нежностью и желанием вам помогать. Человек прям за руку вас будет вести и отгонять от вас вот всяких таких злобных там собак, которые пытаются на вас кинуться. Я не могу сказать помощник, друг, кто он вам. Больше похож на ангела-хранителя, живого ангела-хранителя, который воплотился в человека, который вам помогает, заступается и защищает. По поводу пола, может быть, как и мужчина, так и женщина. Но вот что точно могу сказать, что этот человек вас будет любить. Любить вот по-настоящему, сердцем, душой. Вот, да, любить как своего, я не знаю, там, ребенка, как свою маму, там, своего отца. Вот такая идет любовь, такая чистая, честная и открытая. Вы сами по себе такой человек, как жертва идете. Может быть, карма у вас тяжелая, может быть, судьба у вас такая, да? Но высшие силы, они видят ваше мучение, они видят, что вы никому зла не причиняете, что вы стараетесь, что вы добрый человек, добрый, очень много добрых поступков вы совершили. Где-то даже жертвенные действительно поступки совершали. Вам за это дадут вот такого, назовем поводыря. Не обижайтесь, пожалуйста, на слова. Я просто хочу, чтобы вам было понятно. Человек, который будет вас по жизни вести, освещать вам путь и отгонять от вас опасность, либо там злых, недобрых людей. Вот так у вас будет. Так что, мои хорошие, вижу, что за вас Вселенная заступится, что высшие силы за вас тоже заступятся. Где-то вам дадут выбор, а где-то придется и самому немножечко поработать, потрудиться. Ситуация ваша разрешится благополучно. Благополучно именно для вас. Поэтому не переживайте, все будет. Сейчас плохо, но вы, пожалуйста, держитесь, крепитесь и не унывайте. Обращайтесь почаще к высшим силам, просите, не стесняйтесь, не бойтесь. Это не стыдно просить за себя, так и должно быть. Нас вот очень долгие годы там приучали, что там мы должны терпеть, как там Бог терпел и нам велел. Это все ересь, чтобы вы понимали, Бог не желает, чтобы вы страдали, чтобы вы были несчастными, чтобы вы были там бедными, покалеченными, больными. Это неправда. Бог нас создал по образу и подобию своему, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы жили и наслаждались этой жизнью. Конечно, в рамках тех правил и законов, которые нам предоставлены. Поэтому, мои хорошие, не унывайте, на Бога надейтесь, сами не плашайте и не забывайте просить. Для себя просите. Поверьте, все наши молитвы, все наши просьбы, их все слышат. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.